Повсюду казахи. То есть замуж за казаха вы бы не пошли? Адель, Айнур сказал, ты можешь отвечать как угодно. Нурлан Сабуров, Азамат Мусагалиев. Окситоцин хотел сказать. Нет, Адиль, скриптонит. Жок, там все такое. Ютуб татарочки. Всем привет. Приветик. Вы на канале YouTube Татарочки. И это наш очередной подкаст. У нас сегодня очень интересная тема, а еще более интересные гости. Это Адель Ахметова. Если вы следите за нашим каналом, то вы слышали ее прекрасный голос. Она очень красиво поет. А еще я здесь по блату. Сегодня еще у нас в кадре новое лицо для вас. Но если вы хотите, чтобы Эмма появлялась в этом кадре все чаще и чаще, обязательно напишите нам об этом в комментариях. Да, ставьте лайки. А лучше станьте патроном нашим. Да, можно стать патроном. Давайте скажем сразу об этом, а то мы в девчачьем разговоре можем про это забыть. Под этим видео есть ссылка, по которой можно пройти на сайт patreon.com и стать нашим патроном и получать за это очень интересные ништячки. Например, раз в неделю. Разговаривать с Алсу лично. Не только с Алсу. Ну, смотрите, когда собираются втроем девчонки, они обсуждают очень интересные вещи. Да. Самые интересные. Самое главное, очень актуальные. Как-то так получилось, что в последнее время вот в русском ютубе, вообще вот в инфополе российском очень много представителей Казахстана. Не знаю, заметили вы это или нет. Ну да, они вообще повсюду. Повсюду казахи. И вот мы сегодня собрались, чтобы обсудить феномен казахских мужчин. Хорошо. Интересненько. У вас есть знакомые казахи? Ну, да, есть. Да. Прям лично знакомые, Да, да. я именно про это. Да, с института. Ты училась вместе с казахами? Да, они из Казахстана Тогда приехали. ты точно знаешь, чем казахские мужчины отличаются от всех остальных. Даже не знаю. У меня, кстати, нет, по-моему. Ни одного знакомого казаха. Ребят, давайте исправим. Как нету? А Жейнагуль? Ну, не из Казахстана, но казашка. Она казашка. Она женщина. Это ее главный минус в этом Ну ладно. подкасте. А ее брат? Асхат. Точно. Хорошо, окей, знаю. Видишь, у тебя одного. есть знакомые казахи. А у тебя, наверное, вообще много. У меня, да, я же в одном из подкастов я рассказывала, что я ходила заниматься танцами к казахам. У нас там было даже несколько парных движений. А у меня То еще есть у есть... тебя был очень тесный контакт. Самый тесный. У меня еще есть знакомые татары с Казахстана. Вот это... Это вообще отдельно. Будет тема отдельного подкаста. Но в Новосибирске уже, мне кажется, вообще много казахов. Да. А почему так? Ближайшие города. Очень близко к Казахстану. Вообще, Эмма могла бы быть сейчас не в Казани, а в Казахстане. О, Окей, а какие вот известные, когда вам говорят казахи, кто самый первый вам приходит на ум? Нурлан Сабуров, Азамат Мусагалиев. Ну да, комики. Окситоцин хотел сказать. Окситоцин — это гормон, который сейчас превалирует в моем организме, потому что я недавно родила. Нет, Адиль, скриптонит. К слову сказать, Адиль — это наш сын. Вот. Скриптонит ваш сын. Но это не Боже. мы так называли сына. И Нурлан тоже был в списке тех имен, которые мне очень нравятся. А ты бы назвала своего Вот сына Нурлан? Нурлан нет, Адиль еще можно рассмотреть. Азамат. Вот все-таки потому что говорят же, вот когда особенно имя ребенка выбираешь, что люди, которые носят носят имя, они очень сильно влияют на твое восприятие этого имени. Конечно. Вот. У меня как бы от Нурлана Сабурова не было ничего плохого, ассоциации Да, он плохой. классный.
Поэтому оно не запятнано, так сказать. И среди знакомых нет Нурланов. Поэтому мне нравится имя Нурлан. Слушай, ну имя Рустам тоже прекрасно. Рустам... Нургалиевич Миниханов. Ну, это не казах. Вот сейчас будет про... Нет, мы обсуждаем казахов и А ты выбирала казахские имена для сына? Нет, так слово сказать. Вот сейчас будет проверочка на возраст, но вы забыли Батырхана Шукенова. Я очень молодая. Мне всего 25. Таким образом, Эмма как бы, она намекает на... Ну, она рассказывает несколько фактов о себе, и там, в общем... Кто заинтересовался, пишите комменты. Я буду просматривать все комменты. Пишите в личку. Нет, Батырхана, конечно, я знаю. Кто это? Давайте, напомните. Это мне. музыкант. А, все, я поняла. Очень А студию? красивая песня. Нет? Да? Вот. Все, я знаю. С усиками. Смотрите, очень много мы назвали известных казахов, но знаем ли мы столько известных узбеков? Узбеки — это отдельная любовь Алсу. Вторая. А ты знаешь известных якутов? Это что же твоя любовь? Знаю только женщину, которая была Которая мэром мэром Якутска, да. А я просто к тому, что казахи, они вот в России очень Да, в особенно в последнее последнее время, да. И популярны. А Ирина Кайратовна еще мы знаем такую. Мурат Насыров, Да. Тимур Бекмамбетов, кстати. Тоже из Джах Казахстана. Халиб. Он тоже из Казахстана? Да. Прикольно. Вячеслав Дусмухамедов, раз уж на то пошло. Вся команда КВН Астана Кейзы. Смотрите, значит, у казахских мужчин есть что-то, что Харизма. цепляет. Да. Ты еще говорила как-то, что они могут просто стоять, и на них будет приятно смотреть. Ну, давай так, не на всех. Я назвала конкретных людей. Хорошо, Азамат Мусагалеев называли. Кто твой любимый казах? Да, интересный вопрос. У меня очень большое сердце. Весь Живет- Казахстан. Там живет, да, весь Казахстан. Там есть место для всех казахов. А среди этих имен есть именно все? просто- Абишевич. Даже Абишевич. Анур Али. Ты очень мило. Да, я такая. Очень милашка. Смотрите, если встанет такой вопрос. Казах или татарин? Что Татарин. скажет ваш? Почему? Не зря же я переехала в Татарстан, а не в Казахстан. Это будет очень смешно, если я найду себе мужа казаха в Татарстане. Это же, Это будет забавно. да. Асхат свободен? Да, кстати. Это я и сама знаю. Но вообще я знаю, что казахи немножко борзые такие. То есть они Так, немножко так. отталкивают. Я, кстати, Возможно, это слышала. Я, и- кстати, слышала про это тоже. От Евгения Чеботкова вы это слышали? Нет, нет, от нашей Нет. подружки. своих друзей казахов. А что ты вкладываешь в понятие борзые? Ну, Они типа знают, ну не то чтобы знают себе цену, знают себе цену, это позитивное, а они более такие типа самоуверенные. Просто да, они, спокойно. они Да. они раскованные и самоуверены, что в этом плохого. ну это немножко как бы в Какое-то нахальство, что ли, неуважение, да. есть А у татар такого нет, типа. в меньшей степени. Я промолчу. Да нет, есть, но у казахов Есть, очень конечно, сильно. есть. Да, но у них прям вот жёг, там все такое. Все дела это. Смотрите, казахи, татары, тюрки, Да. мусульмане, Мгм. примерно похожие языки. Ну да, внешне немножко отличаются. Хотя в некоторых районах Башкортостана вообще не отличишь. Казах, татары. В Сибири тоже так. Где, Кстати, в Сибири. О чем я и да, говорю. да. Харизма опять-таки. Назовите мне харизматичного татарина. Ну как? Рустам Нургалиевич. Я думала, Вот за кадром стоит мой муж, да? кто для тебя самый харизматичный татарин? Элвин Грей. Ну, можно и так то сказать. наполовину, Наполовину Туда-сюда. татарин, наполовину бурундук. по-моему. Или
Гульнас Сафиуллин. Очень смешно. Салават Миниханов. Тоже довольно-таки харизматичный герой. Да. Слушайте, я не могу назвать харизматичного тотально. Вот на такого вот его поставишь? Вот так, вот Нурминский. типа, как ты говоришь, как Азамат, да, Мусагалиев? Как Азамат Чтобы вот... Мусагалиев, да, или вот Женя Чеботкова. Батрудинов, Тимур. Ну, Ну, ты знаешь, это же Марат Сафин. Кто это? Теннисист. ну это же Когда ты накладывает... видела его в последний раз? Смотри, Алсу, это же накладывает на них сцену все-таки. Они же привыкли быть как бы на виду, и может поэтому еще складывается такое впечатление. Айдар Гараев. Возможно. Да, Айдар Гараев. Да, согласна. Все, вопрос отпали. Айдар Гараев. Да. Артем Муратов. Ну вот видите, вы уже Студия сравниваете, как «Союз». бы сравниваете Комиков с комиками, тех, да? кто они всегда были на сцене, то есть долгое время они выработали вот это вот сценическое поведение. И поэтому на них приятно смотреть. А ну типа, А там ты думаешь, какой-нибудь- харизматичные люди работают на стройке? Прикинь, на стройке такой Вообще. харизматичный тотально. конечно, Да? ну про какой-нибудь, не знаю. Ой, про Шматко, да. Прораб. непростительно. Ну вот и просто его знают только те люди, которые с ним. И А они- так-то мы его не видим. И они ему, наверное, еще говорят: блин, чувак, ты такой классный, тебе надо на сцену. Нет, он на них просто орет, я думаю. Он очень харизматичный. харизматично орёт, да. Да, я думаю, что не харизматичные люди не умеют орать. Нет? Мне кажется. Вы не согласны со мной? Возможно. То есть замуж за казаха вы бы не пошли? Аделя, Мне Айнур кажется- сказал, ты можешь отвечать как угодно. О, спасибо. Если бы у меня был второй шанс, если Да. бы не было ничего того, что я имею. То я уже. бы его использовала. Главное, чтобы человек был хороший. А остальное ерунда. А смотрите, есть еще один такой стереотип, что когда выходишь замуж за казаха, то становишься автоматически казахской килинкой. Вы знаете, чем занимается казахская килинка? Она Я видела готовит вот всё. эти, да, я видела вот эти Бешбарма. мемчики, видосы смешные. Все, так сказать, аж. Что она там всё, супер да. золушка, да, ты понимаешь? Если они чем живут с отличается родителями, то тот- моют дом вообще только они. Вот это мой второй вопрос. Так а чем ничем Да. не отличается? А, Ну, Отличается в только от стереотипах. семьи, и Нет, все. в стереотипах я имею в Кто виду. как. Ну, то есть татарские килинки же примерно та же самая Ну, история. конечно. Если живут с семьей мужа, то... Да, в принципе, и русские невестки Подожди, так же должны. подожди. Извините. А вы были в Казахстане? Нет. Да, я была. Ну и как там? Ты что ж там была? Ну, мы были с Нет, тобой в меня разных очень, городах. меня очень удивили, на самом деле, эти ветра, это было летом, и меня очень удивили стрекозы. Очень много стрекоз. Серьезно? Большие, огромные? Ну, нет, обычные стрекозы просто... Больше, чем казахские мужики? Мне И их харизма. Вот, Ну, это ты я была в была в Астане. Астане. Мгм. И там, конечно, очень много красивых домов, но у меня такое было ощущение, что домов больше, чем, вернее, как бы Мужчин. квартир больше, чем людей, Людей. которые есть в Астане. Прикольно, просто они прятались от стрекоз. Да. А может, в этих квартирах живут огромные стрекозы? Где-то же они должны жить. Ну, да. Не поспоришь. Ну, еще мне очень понравилось, что касаемо мужчин, в Казахстане очень распространено руку поднял, машина сразу остановилась, и вообще легко очень подвозить. То есть в России такого нет, вообще нет. В Казахстане это вообще супер распространено. Вот. И нам сразу сказали: вы можете просто поднять руку, такси не надо заказывать. Вот. И там был такой добродушный казахский мужичок, он с нами разговаривал. Они там торгуются сначала за цену, вот, потом на второй машине мы сторговались до нужной, и вот... Не страшно было Нет, вообще. садиться в незнакомую машину? Ну, я была не незнакомой одна, стране? конечно, у нас был Да, две с кем ты девочки. была? Ну, Сколько тебе было лет? на Ну, тот я момент? уже 12. Нет, 14, паспорт есть. Нет, Кстати, это чтобы же была поехать в взрослая. Казахстан, не нужен загранник. Прекрасно, российский-то кстати, нужен прекрасно. Там хотя бы? столько Ну, у этих тебя нет. же есть. Я была в Алмате Ты любишь Алмату. 4 года назад. Но я была там один раз, но я полюбила, да, Алмату, мне очень нравится.
Слушай, я не могу не вспомнить ни одного казаха. Были очень добрые полицейские. Я не знаю, кто у них там, милиция, полиция. Почему-то мне показалось, что они были очень добрыми. Да. Я вот тоже не помню, кроме этого таксиста, коммуникации больше не помню. Я говорю, как будто очень мало людей было, хотя это был праздник, то ли День Республики, это был июль или август, что-то такое. А мог быть День города, он отмечается в один день с днем рождения первого президента. Вот может это был быть. Июль. Ну, если это был его день рождения, это был июль. Смотрите, я подготовила вам видео самых харизматичных казахских мужчин. Да, ты сама его сделала? Ну, а Ого. кто, если не я? Серьезно? А я просто думала, может, есть такие видосы. Слушайте, почему нет подборки самых харизматичных казахских мужчин? Нужно исправить это дело. Харизматичных нет. Но Смотрите. топ. Казахи очень пластичные. Боже, О, мне кажется, я видела такой видос. Я сразу вспомнила, как они в КВН так танцевали. Тоже классно. Команда КВН. Прекрасно же. Вообще классно. На Асхата похоже. Да, я тоже об этом подумала. На вашего знакомого Ага. Асхата? Да. Вообще Ага. топчик, слушай. Что ты там говорил про второй шанс? И второе видео про Ирину Кайратовну. Ты начала разговор. У них есть самый, мне кажется, это самый обаятельный из них. Его зовут Алдияр. Ой, такой милашка. Кстати, я вспомнила, есть еще очень известный блогер Юсупов. У них семья. Карина и... Карина и... Как его зовут? Да, я только помню, вот как Нет, блогер. Имена женатых мужчин, они сразу Ну же да, сразу. вылетают из головы. Зачем это знать? Я знаю У них еще... Армен его зовут. Как? Армен. Армен? У них такие очаровательные детишки, и вообще было классно. Да, милаши. Да, тебе захотелось после этих двух видео замуж за казаха? Больше, чем до этого. Может быть, где-то там далеко, но я тоже знаю блогеров. Ербулат Жанабылов и Эльмира, что ли, ее зовут? Сома постоянно ее называют, вот тоже в Инстаграме с Казахстана. А еще есть группа кей-поп, вроде бы они, но казахи. Да, 91. Да. У них Они очень тоже- яркие накрашенные волосы, в смысле, Да. крашеные. И они тоже очень ярко красятся. Да, ну так как это кей-поп, они похожи на корейцев. Вот. Очень удобно быть казахом и слушать. И их знают во всем мире, то есть им даже предлагали, ну, насколько знаю, дуэт с... Ладно, не дуэт, фит. У них есть Ага. Ирина Кайратовна дуэт. А, да? С Трэвисом Скоттом. Кто это? Это американский? Он что-то Да, поет. узнаем попозже. Он что-то поет. Да. Не вспомню сразу, чем поет. Я тебе скину. Ну, прикольно. Это же значит, казахов знают не только в пределах СНГ, но и Да. далеко за. Ну, вообще круто. У меня остался самый главный вопрос. Какой? Такая счастливая. Интрига. Потому что это тот самый вопрос. Можете сейчас поставить Ну на и? паузу и предположить, что за вопрос сейчас будет, и написать его в комментариях. Казахи из какого джуза самые крутые? Джуза. Что такое джуз? Что? Я думаю, в комментариях вам насыпят. Ждем очень много комментариев. А это типа район? Нет? Из какого района самые крутые казахи? Это род. О. Казахи делятся по родам. Не мужской, женский, а в смысле несель. А у них перепалки по этому поводу есть? Вот не знаем. Напишите в комментариях, Ну, знаешь, из какого вы джуза. Примерно как... То есть человек, он узнает, из какого он джуза? Да, конечно. Да. Ну, прям рот. Ру он называется. Ру. Ну, как бы подразумевается, что он знает. Типа, Ну, это типа, румка. если как у татар типа как мишары, там вот так? Нет, это прям вот на следянке. Ну, там тоже зависит же от территории у них немножко. Ну да, я как раз хотела как пример привести, типа казанские татары не очень, а вот сибирские самые крутые. Я казанская татарка. Мама из Казани.
То есть ты не очень крутой Я по думала, ты мнению отзыв. своих земляков поддержишь, скажешь. Конечно, конечно. Потому что сибирские татары, они на границе с Казахстаном. И им немножечко задувает эта казахстанская харизма. Я думаю, их ты поддержишь. Могли, кстати, мы позвать сибирскую татарку в наш подкаст. Да. Да, но не получилось. Очень жаль, что она не сибирская татарка. Как нам закончить это дело? Слушайте, если вы любите казахов, то обязательно ставьте лайк этому видео. Не забывайте, что если вы хотите видеть Эмму все чаще и чаще в этом кадре, то обязательно сообщите нам об этом в комментариях. Что нужно сделать еще, Эмма? Подписаться, поставить колокольчик, отослать другу это видео. Другу казаху. Ему тоже. Чтобы он поставил лайк, подписался на наш канал. И желаем вам всего хорошего. Ага. Спасибо, что посмотрели до конца. Спасибо большое. Хорошего дня. Давайте Ночи. еще что-нибудь Утра. пожелайте. У нас есть телеграм-канал. Мы есть на самом деле во всех соцсетях, все ссылки у нас есть в описании. Там у нас постится разный контент абсолютно. Если хотите, чтобы и в Инстаграме Эммы было больше, то обязательно нам тоже об этом скажите. И предлагайте, я бы еще хотел попросить зрителей предложить тему к следующему подкасту. Да, кстати. Что еще можем обсудить? Что мы еще можем обсудить? Предлагайте темы следующего подкаста. Именно вот татарские девушки, что могут обсудить козлар? На самом деле татарские девушки могут все и могут все обсудить. Еври татарву. Да, всем спасибо, что были с нами. Да, всем пока. Нет, Наделя уже ничего не скажет, нажимай на кнопку. Пока!